Вячеслав Анатольевич, настаивайте, да, пожалуйста, вам слово. Постараюсь коротко. Несколько лет назад я задал Владимиру Ростиславовичу точно так... Я задал Владимиру Вячеславовичу несколько лет назад точно такой же вопрос о языке. Кто должен контролировать выполнение закона? Он не моргнул глазом и совершенно уверенно сказал: Роспотребнадзор. Сегодня вы услышали, он говорит, это должно делать Министерство образования. А когда мы говорим о телевидении, это вообще Министерство связи. Так? То есть получается, что защита русского языка, она оказалась вне сферы внимания органов государственной власти и управления по части защиты и поддержки языка. Не определен орган, а между тем русский язык находится в большой опасности. И мы каждый день с этим сталкиваемся. Да что далеко ходить, я не буду приводить примеры. Сегодня счастливое исключение. Вот министр Мединский не сделал ни одного нарушения этого закона, выступая с трибуны. А выступали все другие министры, их можно штрафовать на миллионы рублей за бесконечные англицизмы и так далее, и так далее. Потому что закон о русском языке прямо говорит, если в языке есть эквивалент, то никто не имеет права применять в государственной лексике иностранные слова. Понимаете? В этой связи предлагаю рекомендовать нам, в сегодняшнем вот решении, правительству Российской Федерации определить орган, который уполномочен контролировать выполнение закона о русском языке. Будет это министерство, значит это другое, значит другое. Но чтобы все Коллеги, знали. я бы поддержала Вячеслава Анатольевича, да, потому что у нас у семеняник дитя без глаза. Чем-то занимается Минобразование, чем-то занимается Министерство связи, чем-то Минкультура. Но действительно, это государственный язык, и должен быть один орган, который отвечает за всю идеологию, политику. Пусть правительство определит, какой это орган. Есть предложение включить предложение Вячеслава Анатольевича в итоговое постановление. Нет возражений? Да, и по ведению Людмила Борисовна, пожалуйста.